Всем привет! С вами Национальный центр туризма и ремесел. Сегодня у нас мастер-класс по печати на сумке. Мастер-класс проведет специалист по художественной росписи Образцова Анна Николаевна. Добрый день! Сегодня мы будем создавать декор тканевой сумки с помощью трафаретной росписи по мотивам удмуртских узоров. Для работы нам понадобится тканевая сумка. Ткань желательно должна быть плотная, например, двунитка или холщовая ткань. Композиционно узоры вы можете расположить так, как вы захотите, но так как мы опираемся на традиционные изделия, узоры лучше разместить сверху и снизу изделия. Удмуртские узоры все имеют значение, и о них вы можете почитать в книге Семена Николаевича Виноградова. Он очень подробно расписывает в этой книге, что конкретно каждый узор значит и где его лучше использовать. Таким образом, вы сложите для себя хороший шифр, какое-то пожелание, какое-то доброе напутствие из узоров. Для того, чтобы создать трафареты, нам нужна будет средней толщины пленка. Это может быть, например, тетрадная обложка или обложка от старых папок. Нам понадобится распечатка узора, который вы выбрали, и с помощью резака и маркера мы с вами сначала обводим узор, а потом с помощью резака мы его вырезаем. Трафареты вы можете вырезать и из картона, но если вы хотите, чтобы они прослужили вам дольше, лучше вырезать их из пленки. Для сегодняшней работы мы выбрали узор утка или птичка. Это очень хороший женский узор. И также мы выбрали узор звезду. Также для работы нам понадобится художественный акрил и губка. Губка нужна для того, чтобы равномерно нанести акрил на трафарет. Приготовьте несколько черновиков. Один из них пусть служит вам палитрой, выдавите немножко акрила на него, а второй черновик вы можете использовать как пробник для того, чтобы напечатать узор. Перед работой положите, пожалуйста, в сумку картон, для того, чтобы краска не пропечатывалась на обе стороны. Располагаем трафареты так, как вам нравится. У меня это будет сверху и снизу. И теперь наносим на губку небольшое количество краски и плотными прижимающими движениями начинаем пропечатывать. Когда наше изделие уже готово, нам нужно хорошенько его просушить, а также для того, чтобы краска закрепилась и при стирке не отходила от ткани, нужно прогладить.
Вот наше изделие готово. Надеюсь, вам был полезен мастер-класс. Желаем вам успехов! Пока-пока и до новых встреч!